Пленарная часть совещания открылась приветствием и поздравлениями. К гостям обратился глава Ингушетии, цитируя президента Владимира Путина, который сравнил нарушение антимонопольного законодательства с изменой родине. В выступлении Махмуд Али Калиматов высоко оценил деятельность регионального управления ФАС и в части просветительской работы, проводимой с представителями органов власти и бизнеса. А поздравления в свой адрес принимал руководитель антимонопольного управления по Ставропольскому краю. Сергей Никитин награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. В первой половине первого дня семинара его участники обсудили работу и заслуги ведомства по контролю цен на потребительском рынке в минувшем непростом для всей страны и мира году. Беспощадно боролись с нарушителями законодательства, и, честно говоря, нам удалось, например, ажиотажный спрос на продукты питания, который был в начале прошлого года, буквально за несколько дней, просто-напросто убить его. Это было очень важно, и это сыграло очень большую роль, в том числе в вопросах, связанных с доверием правительства Российской Федерации. Дополнительные силы, по словам Андрея Цыганова, были мобилизованы для контроля цен на фармацевтическом рынке. По некоторым товарным позициям удалось добиться снижения цен на 40%, на 200%. Это очень важно, особенно когда речь идет о дорогих и очень важных для лечения не самых распространенных заболеваний. Говоря о работе с национальным планом, Андрей Цыганов признал, что пандемийный год внес свои коррективы и в процесс достижения целей, поставленных президентом, но, несмотря на все сложности, задачи первого уровня были выполнены. Доля малых предприятий в государственных закупках увеличилась, а количество нарушений, которые допускают субъекты рынка и, что самое важное, органы государственной власти в области конкуренции, уменьшилось на те плановые показатели, которые были заложены. Впервые с начала пандемии коронавируса столь высокая концентрация антимонополистов Южного и Северокавказского федеральных округов наблюдается именно в столице Ингушетии, региона, в котором процесс реорганизации унитарных предприятий пока не завершен. Коллеги наших антимонополистов прибыли и со своими предложениями. В ближайшее время с помощью социального аппарата, сотрудников, коллег, которые к нам сегодня прибыли, мы благодаря ним сейчас планируем в ближайшее время все-таки утвердить наш план реорганизации в Республике Ингушетия и перестать быть в числе последних, кто это еще не сделал, да, и вот перейти уже на непосредственную работу. Вопросу ликвидации и реорганизации ГУПов была посвящена вся вторая половина регионального семинара совещания. Говоря о промежуточных итогах, Андрей Цыганов присвоил высокий рейтинг мероприятию. Мы постарались собрать хорошую команду представителей центрального аппарата и территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы, но за нашим круглым столом сидела настолько же хорошая представительная команда представителей Республики Ингушетия во главе с главой республики, председателем правительства. Во второй день регионального семинара его участники переедут в Горный Джейрасский район для обсуждения общих вопросов функционирования управления антимонопольной службы ЮФО и СКФО без участия представителей органов власти и муниципалитетов Ингушетии. Ибрахим Цароев, Рамадан Ахильгов, Наиб Тичоев, Вести Ингушетия.